Де нөрөндөргү привет земле Олонхо, земле Чингисхана. Мы находимся в Монголии. Рядом со мной сидит мой друг Дашням, писатель, философ. В первую очередь разрешите поздравить вас с выходом книги «Афоризмы». Я вчера приехал, привез книгу Дашняма «Афоризмы», которая напечатана в Якутске. Сегодня будет презентация. Вкратце я расскажу наше знакомство для слушателей. Первая наша встреча состоялась в Болгарии на международной научно-практической конференции «Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии». Это был форум «Связь всех времен и народов». Далее мы встретились в 2017 году с другом Дашнямом в Астане, Да. в Казахстане. Сейчас называется Нур-Султаном этот город. Да, этот город сейчас Нур-Султан называется. Там была выставка Экспо 2017. Потом Дашням приехал в 2018 году, в прошлом году в Якутск. По-моему, ваш земляк, монгол, который работает в Якутии 25 лет с ивенками, там он отметил юбилей свой. 25-летие работы в Якутии. Да? Да. Вы там были. И как раз там, в Якутии, в Якутске, Дашням изъявил желание издать свою книгу у нас в Якутии. Вот так состоялась встреча с Марией Дмитриевной, директором книжного издательства «Алас». И напечатали вот книгу «Афоризмы». В Якутии, по сравнению с другими регионами России, издание книги очень популярное. Ага. В издательстве «Алас» издаются все виды издания, то есть начиная с литературно-художественного издания, заканчивая нотными изданиями и т.п. и т.т. Издательство «Алас» уже популярное, скажем так, издательство. Теперь по книге «Афоризмы». Да? Дашням отправил материалы в апреле этого года. После ознакомления материала я начал перевод на якутский язык. Настолько я увлекся афоризмами, что на перевод занял примерно 2 недели. Так я перевел книги Дашняма «Афоризмы» на якутский язык. Я немного подготовился к интервью, зная вас как ученого, писателя, философа. И начинаем, интервью. Расскажите о себе, о работе, как вы можете охарактеризовать себя в 2 словах. И, во-вторых, как вы решили стать писателем и почему? По-вашему, какими качествами должен обладать писатель, философ? Сколько времени вы посвящаете писательству? Что для вас было самым сложным? Как к вам пришел первый успех? Примерно такие вопросы. Да, очень много вопросов. Я прежде всего хочу благодарить вас, Власов, мой друг, и главного редактора издательства «Алас» Марию Дмитриевну. Я очень рад, что вы приехали, во-первых, в Монголию. Во-вторых, просто так не приехали с моей книгой.
Выход моей книги в Якутии – это для меня большой подарок, на самом деле. Там я имею очень много друзей. Они будут читать мою книгу не только на русском, и еще и на своем родном языке. Это действительно очень такой несравнимый, незабываемый подарок для меня. Но что касается меня, я родился в Центральной Монголии. Это где я родился, это около 80-90 километров от Харкорюма, древней столицы Монголии. Стать писателем – это не по своему желанию и по своему старанию. Я думаю, что это просто откуда дается тебе, чтобы ты стал писателем. Я начал с 3 класса писать стихотворения, а до сих пор не оставляю свои писания. Я в разных формах попробую свои, что я хочу сказать письменно в форме людям. И в последнее время вообще мои по возрасту, что ли, я не знаю, очень такой форма, жанры крупными стали. А раньше я в короткой форме, короткие стишки, но каких-то сжатые формы вкратце выложили свою мысль. А сейчас это не вкладывается в этих двух-трех предложениях, поэтому, наверное, останавливаются такие большие романы. Последний я писал роман, до этого 2 повести. В каждом году я выпускаю 1 книгу или 2 книги. Афоризмы, то, что вы выпустили в Якутии, это из моих книг афоризмов. Я 2 книги выпустил афоризмов здесь, в Монголии. Из этих 2 книг просто какой-то маленький для широких читателей, можно сказать, такой 222 афоризмов. Это на русском, на английском, на китайском я здесь издавал. А эту книгу вы, как к моему счастью, перевел на якутский язык. Тебя особо я хочу благодарить. И это, ну, наверное, я думаю, что в Монголии нет, кроме меня, писателя, которые книги у них вышли в Якутии. Так что я, может быть, первый это монгольский писатель, книгу, которую читает там в стране народном языке. Это Мария Дмитриевна планирует, чтобы это была серийная книга из разных стран писателя. Это будет выпускаться в такой форме. Очень мне форма издания очень нравится, такой именно карманная книга. И будто бы она узнала мое желание, чтобы мои афоризмы были бы карманные, всегда рядом были, в душе были людей. А это, когда издаешь книгу в такой форме, это очень близко, очень удобно для читателей. И что добавить? Я такой писатель, думающий, можно о себе сказать, не стесняя, потому что без думы я не могу жить и даже не могу спать, можно сказать. А когда ты думаешь о чем-то, всегда хочется что-то, ты думаешь об этом изложить, об этом говорить людям. А из этого же складывается книга разных формах, там произведений. Так случилось, что мои книги я уже 10-й том выпускаю. В томах я уже систематизирую то, что я писал эти долгие годы. Но очень много выбрасываю, потому что не хочу читателей там своим каким-то трудом их утруждать. Поэтому вот эти тома именно мое желание, что я оставить для читателей. Так что писатель рождается, я заключу, рождается, не становится писателем. А если ты родишься писателем, надо тебе работать. А я, если определю себе просто работающим
очень так добро, мило относился ко всей окружающей среде. И к Великой Матери, кто меня родили, это мои родители, кроме того, вообще природа. Это же мы же дитё природы, поэтому я думаю, что пока я служу природе. Ладно, спасибо. Мария Дмитриевна, вот директор издательства «Алазда», она планирует, создала вот серию зарубежной литературы. Вы первым там уже Открываю эту серию. открываете эту серию. Так, вопрос такой. Как вам новое оформление вашей книги «Афоризмы»? И вообще, сколько времени ушло, сколько времени писались эти афоризмы у вас вообще? Да, я почти касался этой книги, которая издана в Якутии. Форма и вообще форма, как такая книга, очень нравится. И дизайн тоже. И я там увидел, что дизайн сама она делала все это. Форму, декоративные все изложения. Очень нравится. Но кроме того, мне очень понравилось, что книгу вы издавали в белой форме. Именно белую форму, белый цветов в Монголии очень уважают, ценят. И это считается божественным, как цвета. Поэтому как-то вы мою книгу такой чище, очень такой чистом виде издавали. Что касается книги, просто вы меня обрадовали. А афоризмы я, можно сказать, все время пишу, потому что это же в краткой форме, просто мысли в основном. Поэтому между работой, где ты что-то смотришь, что-то тебе думаешь, и все это у тебя все в работе, это афоризмы. А когда на бумаге, потом отредактируешь, потом немножко очищешь стилистический порядке, тогда все это получается. Так что можно сказать, что афоризмы я все время пишу и буду писать. 2 книги выпустил, 3-я книга у меня почти готова. А это то, что-то сделано из этого мы выжимку книгу делаем. А новые еще идут. Так, спасибо еще раз. Так, ну афоризмы это на родном якутском языке, да, это примерно самого дома, бергене тилер, охтыллар, помогая тилер. Это, как сказать, умные слова. Умные слова. Посвящается молодежи, что ли, так, будущем, чтобы новое поколение это себе там, как будет по-русски. Правильно. Но свое мировое зрение, его взгляды и то, что хочется сказать людям, особенно ты правильно говоришь, молодежью, это всегда вкладывается в афоризм. Это ты очень, я думаю, что правильно уловил. Так, тогда вопрос такой. Какие советы вы можете дать новичкам, читателям? Вот такой вопрос можно задавать вам? Или как вы относитесь к молодому поколению? Я сегодня был у вас там, где вы работаете. Ну вот, монгольская молодежь и вообще 21 век. Какой век? Давайте про молодежь что-нибудь рассказывайте. Но молодым читателям я что могу сказать? Самые первые дня разбрасываться. Понимаешь, они же берут за эти книги, за следующие. Вообще не так, как читатели читают, просто так, интересователи. Нельзя, во-первых, очень четко узнать, что читать. Потом надо выбор книг были бы правильный. А потом, раз ты хочешь читать книгу, надо досконально читать, и что ты из этой книги хочешь брать, все надо брать. Поэтому молодые читатели, чтобы обладали искусством чтения и наукой чтения, поэтому книга – это великий учитель для нас, любой формы, любого жанра.
Поэтому молодежи сейчас очень мало читаю, кстати, потому что очень много других средств снабжать своих умов. И поэтому очень мало читают. Но держа книги, читать и рядом, будто бы с этими героями, о чем мыслями, ты рядом сидишь, такое счастье. Поэтому я советую много читать, но очень такую правильную книгу для вас вы будете читать. Но я, откровенно говоря, немножко недоволен современной молодежью, потому что, может быть, я становлюсь стариком, и что ли, Консерватор, что ли? прохожу свой век. Но у нас же были другие времена. Молодежи всегда выслушали старших, уважали, для них очень что-то очень хорошее желали делать. А сейчас каждый молодежь по себе это самый великий человек. Все будто бы он только знает, он только это самый это культурный или там все знающий человек. И это, наверное, какие-то, особенно для наших молодежи, наших стран, влияет западная культура на них. Поэтому и средства информации, всяких технических возможностей сейчас говорят, что мир стал гладким, плоским, а поэтому там что случается, и здесь тоже и с нами случается, поэтому надо берегать свою культуру, и что хорошее прошлое надо брать в истории, и опыт, и все это тоже учит многому. И хочу молодежи желать, они могут, поскольку молодежь это наше будущее, они могут очень много делать. Они именно на них, наших надеждах, которыми для них это всегда надеемся от них, и все это на это строится жизнь. Поэтому молодежь какая, такая и будет жизнь, и такое и будет наше будущее. Спасибо. Дашням, какие у вас творческие планы? Какую музыку, какую литературу вы предпочитаете? Следующая книга о чем будет? Вот такие вопросы. Я почти завершил одну повесть сейчас. Это повесть о овце и о человеке. Может, иногда нам кажется, что овечья жизнь лучше, чем наша жизнь. Понимаете? И так это сплетение, как и я как пишу. Очень много сплетений, как ты знаешь. Но потом у меня тоже есть одна повесть. Давно я хотел писать. Успею или нет, я не знаю. Другой мой. Тема какая? Тема о профессоре, и связанные такие профессорские жизни. И он зоотехник, профессор зоотехник. И у нас же, чтобы улучшить рода скота, всякое натворим, да, этому профессору тоже попала его работа, его критики, и очень там сложная жизнь. Это, если я успею, хочу писать. Потом я литературный немножко переостановить хочу, потому что у меня научный столько работ, не в систематизации, не в книгах, там в журналах разных. Поэтому научную часть своей жизни я тоже хочу в порядок вести, как литературный. Я 10-15 томов, это уже очень как-то что-то я себе, понимаю, очистили. Я знаю, вы учились в молодости в Москве. Позитив, да. МГИМО. Да. Закончили, да? Да. Потом прошли годы, и вы закончили аспирантуру в Москве. И вы стали ученым. Ну, я понял, да. Да,
науковеде это изучает, как развивать науку, как отрасль. Там же надо знать отрасль науки, ученых и научные дела, исследования, все надо знать, и тогда ты исследователь этой области. И я остановил, не занимался науковедением, а последние 30 лет почти я как монголоведение, в области монголоведения и как монголист. Особенно я меня интересный объект, что это умственная жизнь монголов. Именно как они, менталитет какой, как думают, как они преобразуют жизнь, какие у них это мировоззрение, взгляды, как они вообще себе сохраняют, культуру сохраняют или нет. Они, в общем, будут ли расцвести, или какие-то под ногой каких-то других культур. Мы это завершаем Вина у нашу вас, и так далее. как всегда. И так далее. Это тоже интересно. Дашням, я познакомился, что ли, с рассказами «Шум», «Тысяча девушек». У вас повесть есть, да, Да, правильно? эта книга... В Астане вы мне всю ночь рассказывали, помните? Да, Он это не забыл, наверное. я не забываю, что эта книга еще не вышла, а я тогда не была не изданной, а я тебе все рассказываю сначала до конца, буквально. Мы до утра сидели. Будто бы ты эту книгу читаешь. О, ну там сюжет, конечно. Просто мы вошли в эту книгу, мне кажется, что. И о чем я рассказываю, сам вошел в книгу, что ты услышишь, и все, ты вошел в книгу. Да, я Поэтому пошел. у нас получился долгий Да, разговор. долгий. Но книга очень оценена высоко у нас в стране. Очень много людей читают. Хорошо, очень рад, что я Перевод надо. я эту книгу перевели. Мои друзья из Тувы. Тувинцы перевели, скоро они издадут на тувинском На русский языке. язык? На тувинском языке. Из тувинского языка они будут читать. А там, наверное, поскольку они много писателей там обладают хорошим русским языком, наверное, кто-то из них желает перевести с тувинского на монгольский, будет хорошо. Потому что из монгольского на тувинский очень хорошо переводится. Это очень такие братские, родственные языки. У вас еще один повесть есть. Называется «Нераскрытие письма». Да, Есть? да, Правильно я? да. Это тоже я... Про что это? Ну, один Вкратце. студент из Улан-Батора пишет своей подружке, которая учится в Иньязе, там, в Москве. Но как в тот день, когда она получила первое письмо, она хотела вложить в конверт много марок красивых, чтобы это его друг наклеил эти марки ему. А бегал в там киоск, и она попала под аварию. И он пишет без ответа много писем, ответа нет. Но там я в книге выразил так, и все-таки человек не отвечает, но ответ всегда будет ингрянский. Поэтому ответ такой формы никто не разбирается. Я очень много читателей, ну что, как расшифровать эти, думаю, ну там не надо расшифровать, просто надо понять ее душу. И в таком виде отсюда все студенческие, институтские жизнь в Монголии, а там оттуда, поскольку нет ответа, оттуда в Москве никаких каких-то интересных ответов нет. А в конце жаль, что этому парню, когда он узнал, что она умерла, она потом умерла. Даже его хотели родители спасти ее, даже перевела ее в Германию, все равно не помогли. И она умерла. А когда этот парень узнал,
она уже скончалась, и ему показалось, что нет впереди у него ничего, будущей жизни нет. И он пожар делал в юрте, в своей маленькой юрте жил. Бабушка умерла до. И там был пожар, его этого парня не стал. И так далее. Очень так печально завершается. А перевод есть? Перевод нет. Эту книгу не перевели, на монгольском только, да? На монгольском. Пока на монгольском. Ну ладно, самая важная тема, я думаю, мы знаем очень много экранизаций о Чингисхане. Какой фильм вам больше нравится и почему? Дальше давайте дальше немного поговорим о художественной литературе о Чингисхане. Мы знаем, например, Калашникова, Василия Григорьевича Яна, Александра Доманина, Евгения Кычанова, Турсунтана Султанова, Уолкера, Джек Уазерфорда и нашего якутского писателя Николая Логинова, тоже у него «По велению Чингисхана», Чингисхана Ягнан, тоже роман есть. Роман в 2 томах, по-моему. В 2 томах, да. Наш народный писатель. Да, вот какой фильм вам больше нравится о Чингисхане и какая литература вам больше близко сидит здесь? Нет, я думаю, что про Чингисхана много еще книг будет. Есть очень много книг сейчас. Человек тысячелетия. И очень много экранизаций. Но пока мне кажется, что до Чингисхана полностью не дошли люди, не изучили его. Потому что было время, что его очернили, и все это его дело, это было как это завоевательский, он какой-то такой хищник и так далее. А сейчас другой край. Чингисхан будто бы все открыл. Это глобализация Чингисхана. Открыли дорогу Чингисхана и все это. Но это на самом деле верно. Это на самом деле верно. Хорошо, если с той стороны смотреть, с этой стороны смотреть, вообще какой-то общий черты в общих планах находит человека. После этого можно художественно выразить разные там подавать этого человека, какой был он, его дело, деяния. Я думаю, что поскольку внутри Монголии, в Китае сделано Чингисхан, это очень задержался до единственный письменный источник 13 века. Это сокровенные сказания Монгольской книги. Монголов. На Западе это секретная история монголов называется. По этой книге они вообще не очень сильно отходили, хотя очень художественно делали. Это мне думается самый из этих, если Чингисхана так крупно поставить какой-то экранизацию и делать, это они нормально делают. Но очень много книг из разных сторон подходит. Но не люблю я, когда историю искажают тоже ради художества, ради литературы или ради кино. Исторический персонаж это же сам по себе, чтобы историю правильно знал. И из этой правильной истории художественную вещь делали. Да? Это грани как-то литература, история или кинематография, история, какое отношениях находится, это надо очень много думать. Но какие-то моменты, конечно, для особенно молодых творцов есть. У Чингисхана сложная жизнь, там моменты разные. Хотя бы возьми, у него же пишут 500 был же. 500? Вот, да, никто пишет. Но на самом деле у него был 4 больше ханша. И
И при отдельных дворцы у них по всей Монголии. И здесь, кстати, рядом мы почти сидим. Это дворец еще хатана Чингисхана. Он, Чингисхан, и с этим хатаном завоевал Тибет, поехали отсюда, от этой местности. И Чингисхан не стал, не вернулся. Еще хатан там остался в Тибете у него, потому что много владений там. Так что мы тоже сидим на исторической земле. Ты самый первый привет передал от земли Лонхо к земле Чингисхана. Это самое, я думаю, что никто, кроме тебя, не такой привет не скажет. Спасибо за это. Вам спасибо. Но завтра достопримечательности Монголии, памятник Чингисхана посмотрим, я думаю. Ну, завтра, может быть, мы не успеем, потому что завтра у нас начинается Надам. Надам – это национальный праздник. А раньше считались 3 игры мужья. Это, то есть стрельба из лука, скачки и борьба. Да, это вот называется у нас 3 игры мужья. Если ты мужик, должен участвовать там и здесь, везде. Ты можешь стрелять, можешь бороться, можешь у тебя скакуны там победили. Надам называется. Да. Из этого Надам-то, это похож Надам. на ВСР наш. Где-то похоже очень есть, где-то разные, поскольку это разные. У вас из них это весенний праздник. Нет. Переход весны и там почитанные тенгри и все Да, совмещается. коренные якуты издревле верят в аи. Например, духов огня, воды, Да, вот это и с воздуха, верой земли. связано. У вас из них с верой, почитание тенгри связано. Да, А у нас тенгри. это зимние дела. Просто мужики живут, они как праздник устроить можно живет. Сейчас как день рождения. И, кстати, поздравляю тебя с днем рождения. И Надам, Эрбертерин. ринг урон надам, ринг урон надам. 3 игры мужья. И с этого потом мы добавили, да, современнизировали разные формы состязаний добавили, праздники, художественные добавили, там действительно пошел фестиваль. Это в духе фестиваля сделали. Так что завтра начинается. Но за это время пребывания вас в Монголии мы успеем Чингисхана туда, большому этому памятнику. Обязательно надо. Обязательно надо смотреть. Так, давайте сейчас такой интересный вопрос. Вы наверняка наслышаны о точке сингулярности Макс Планка. Там есть параллели с якутским верованием Араи. Рассказывается 9-12 ступеней небес. Да. А у Макс Плана сколько ступеней? У него 12 ступеней. Да, они похожи как-то, очень как. И он там еще у него работы есть, например, наша галактика, это называется Млечный Путь. Рядом существует галактика Туманность Андромеды и дальше. Про это насчет точки сингулярности. Он же говорит так, он нашел точку на небесах, и он говорит, это начало Вселенной. И ступени делает. У нас, у якутов, у монголов, по-моему, так. У нас верование или религия, или как хотите, есть. У нас то же самое, 99 тенгри есть у нас. Это особенно в эпосах, легендах, все это об этом говорит. А вообще-то мы, откровенно говоря, сейчас мы имеем две науки. Одна наука восточная, очень глубоко, которая отходит от пустоты к реальной жизни приходит. А другая наука из реальной жизни
развивается, идет в пустоту. А последний это самое достижение науки, особенно квантовой физики и там, где после того, как открыли черную дыру, и все это мы немножко там, немножко эти две науки немножко приближаются. А когда, если человек знакомый и со знанием с точной наукой, вообще совсем о другом говорит, чем люди, которые обладавшие, развивающиеся на почве европейской науки. Так что где-то, когда мы все знания, тенгрианские, может быть, где-то еще за тенгрианские знания приземляем, да, очеловечиваем, это утрачивает смысл. Утрачивается смысл, потому что не таком, в самом деле, существует это там движение, отношение, существование, бытие. А мы то, чтобы люди простые или даже ученые знали, все это приближаем. И если обожествляем людей и думаем, что боги есть. Но в 13 веке, например, в Монголии не было бога для монголов. Это Тенгри был это единое начало. Мы почитали Тенгри и поклянались при Тенгри, выслушалось, что Тенгри говорит. Нравится его наше дело ему, Тенгри, или нет. Особенно Чингисхан всегда заслушался Тенгри, что его это дело, желание, намерение, нравится, не нравится. А для него это Тенгри огромная сила, огромный возможный потенциал, который действует на людей, на земной жизни, человеческой судьбе. Поэтому Тенгри там, и это очень восточным знанием близко, что там именно нам, мы же говорим чутье, предчутье, совесть и все это. А на самом деле это что? Мы же не можем определить. Это потому что, почему мы не можем определить? Просто у нас такого понятийного языка нету, чтобы определить это. Чтобы иметь понятийный язык, если у нас есть, мы можем раскрыть это явление. Но раз не раскрываем так по сути, а подобить и сравнивать каким-то другой вещью, это понимание и знание немножко унижает. То, что мы сейчас говорим и думаем, что там столько тенгри, столько пространства, столько людей, божеств, это просто, чтобы было нам понятно. Чтобы было вам понятно, упрощаем одним словом. Упрощаем одним словом эти природные обитание, что ли, бытие, мы упрощаем, и чтобы было понятно. Как на самом деле, что интересно это сложнее. объясняете, ага. Ну, я понял. На самом деле это сложнее, потому что без связи вселенской, галактической, без связи никто не живет. Мы это просто думаем, что мы только земные жизнь ведем, и земные люди. Нет. У нас все это сплетены, все это ходы, движения, все. А в мире вообще есть что-то, но это что-то всегда в движении. Только, понимаете, только одно. Мы понимаем, знаем, постигаем, умеем или нет, независимо от этого что-то есть. Это что-то всегда двигается. А это движение уловить и выразить словом. Уловим иногда, когда он крупный, как скала, и как ласов, как-то, что мы уловим. А когда это такой частицей превращается, тогда мы просто об этом легенду сочинаем. Да. Есть люди-легенды, например, как вы думаете, человечество знает таких великих предсказателей, пророков, например, Нострадамуса, Вангу, Мессинг, правители тех времен верили их.
предсказаниям. Вы верите в предсказания? Вообще, как вы относитесь к предсказаниям? Это, самому предсказанию это одно дело, нас потому что Якутия разные предсказания бывают. Но я верю особому таланту, особому дару, способностью, обладающим человеком особым особым даром или особой способностью, я верю. Потому что эти люди именно отличаются. Эти люди именно как не мы связываются с общей планетной этой сплетением, передвижением. Поэтому то, что они уловили, то, что они узнали через каких-то волны информации, они всегда нам передают. А поскольку у нас нет таких способностей, мы иногда верим, иногда не верим. Да? А такие люди не только после большой аварии, как Ванга и там каких-то сумасшедших болезней, как Мессинги и так далее. Кроме того, просто рожденные такие хутухти, хублгади, это урожденные такие способности люди бывают. Вообще шаманы обладают, зрячие обладают, там кто медитацию делали, йоги, они же больше информации ловят. Так что надо свой способность, талант надо развивать, может быть. Мы тоже самим становимся такими, как Будда сказал, что каждый человек это Бог, если развиваем себя, каждый Бог. Так что такие люди есть, но принять сейчас хорошо, что таких особых талантов не уничтожаем, не убиваем. Это уже хорошо. А отчасти только наполовине верим им, это тоже хорошо. Потом будет идти вообще, что они, почему ловят эти волны, почему они так и знают. Это когда люди в таком широком пространстве будут и знать, будет принимается. Просто это будет как научные знания. А пока это не стало научными знаниями, это для некоторых это очень верить в это, некоторые вообще отрицают это ерунда. Поскольку мы не можем доказать, это в том, что то, что ты увидишь или чувствуешь, ловишь, ты мне говоришь честно. А поскольку я не могу, тебе же не верю, а ты не можешь доказать мне. Ты можешь доказать, ты о ветре говоришь, а я спрашиваю тебя, давай ветра ты поставь на ладонь. Ты как же можешь поставить? Вот это в таком духе, поэтому это сложно. У нас есть писатель Алексей Клоковский, ну вы в курсе дела, да, знаете его. А у него поэма есть «Сон шамана». Он писал эту поэму в 1910 году, а он сам умер в 1926 году. И в этой поэме он все писал. Пророчество. Будет война. Что-то случится, Да, что будет потом развитие. Ну вот нашу жизнь. Все писал. Он умер в 26 году. Ага. А как он все это знал-то? Ну, вот Талант, пророк, ну, это известие, первый это, писатель Якутии. ну, эту информацию, эти вести он получил. Получил так и сколько лет раньше. Да, Да. Завтра на Адам это во сколько будет? Завтра надо начинается с 9, а мы едем на открытие там на стадионе. Потом после открытия мы, может быть, едем на скачке там где. И там у нас параллельно идут тоже фестиваль народных искусств. Может быть, мы постараемся успевать там и здесь, и везде, чтобы по кусочку получить впечатление. Ну ладно, и последний вопрос я задаю. Друзья, у меня сегодня день рождения. Это Монголия, мне 59 лет исполнилось. А у моего друга сколько вам лет, как вы думаете? Ну, я скажу сразу, 76 лет. Он как
меня почти как отец, но друг он. Да, мы уважаем друг друга. И у нас еще в будущем есть планы. Так, и заканчиваю я вопрос насчет тенгрианства. У вас есть в внутренней Монголии, в Китае что ли, есть храм тенгрианский в Ордосе. Вы были там? Да. Ну как сказать, до исламской и до буддийской религии, это тюрко-монгольских кочевников, евразийских степей, это тенгри, вот так же можно подумать, да, тенгри это небо там, до всех, но у нас религии сколько там? Будда, христианство, ислам. Три большие религии. Три большие религии, а тенгрианства было до них. Них. Да. Старше этих да. религий. Даже тенгрианство это не религия, это не религия. Это почитание, это поклонение тенгри. Это еще не стали религией. А потом это понимание как-то Будда, все, что он увидел, рассказал людям. Потом разные ветви оттуда пошло буддийские секты. Потом по образу другие молодые религии, там ислам и Мухаммед, там это Христ появился и так далее, так далее. Я же говорю, что употребляют они тенгрианскую жизнь с ними. Поэтому там можно заявить в Якутии великий Бог власть, может быть, если он докажет, тоже он будет как Мухаммед этим. Если это по примеру это брать, пример. Поэтому штампу, если мы мысляем. Но о чем ты говорил? Религии тенгри. Мы то хотим сделать тенгроведение просто как научная отрасль, подобие космологии. Но тогда это совсем не религии, уже изучение, уже наука, да, как это, понимаем тенгри, где-то как это исторически понимания развивались у разных людей, какие-то понимания есть, разнятся, все это изучается, проводили много конференций, на каждой конференции как-то чуточку хотя бы научные идеи развивается, я думаю, что, но там, поскольку это прошло много веков, там жизнь длинный, исторический, это практически, кстати, очень много практической стороны этого знания. Мы всех сразу в одну систему положить не сможем. И не спешим даже. И это просто изучение начало, намерение, намечание создавать, идеи создавать новую отрасль науки. Это уже само по себе хорошо. Тенгри у нас же каждый, в Монголии особенно это о тенгри, если мы говорим, это каждый, даже теперешний ребенок, хотя не знает, он подражая старших, там уважает тенгри. Мы же каждый, если орать, и каждому утро опрошает тенгри молоко. И всегда думаете, чтобы тенгри нас, если понимает, у нас будет дело хорошо. Тенгри, чтобы нравится тенгри, что было сила тенгри воздействовала на тебя благополучно и так далее. Всегда мы так говорим и так желаем, так и относимся к тенгри. Вот, тенгрианский понимание это у нас жизненный вопрос. А потом же считаем, что наши, не только у нас, и в Индии тоже, это великие ханы, великие люди, всегда присланцы из Тенгри, посланцы, да. И Чингис хан это тоже считается, его специально послал
чтобы это порядок делать в мире. Там же обманули друг друга очень много. Да. И у него же слово есть, поскольку жизнь была такая очень смутьянная, а меня послали это делать. Порядки, делать людям добро. Вот видите, какой у него была цель. Да, мы думали, что он уничтожали тех, кто это, как именно были там грешниками. Грешники. Теперь мы успокоились историей и считаем, что Чингисхан убивал жестоко жестче, чем кто грешнее всех. Получается. Давным-давно, так. да, получается. Давным-давно наши предки, да, монголы, там народ Саха, вот солнце-то называли Танграй, Тенгри. Да. Там, да, солнце, если еще раньше это пун человек, солнце как человек. Ара и Тангара. Да. Потом это человек думал, что там человек, этот человек благоденствует нам все добро, всю жизнь этот человек дает. А потом немножко поняли, это не человек, это просто такой часть вселенной, и тем не менее все равно нам дает. И поэтому желтому цвету называли, некоторые уже так оставили, как человек, некоторые уже желтый круг, некоторые уже название другой давали. И это все по нашим пониманиям, это все относится к солнцу. Ну ладно, спасибо, Дашням, за интервью. И Да. где мы находимся, объясните. Вот. И... Кланясь. Это мы недалеко от центра Улан-Батора на 302 километра. А это место называется Овод. За нами А Ово это значит куча камень, который это мы верим, и Монголия считается, это Ово связывается с Тенгри больше, чем мы. Поэтому, поскольку на земле Ово, мы сначала это достигать то небо далеко, хотя космонавт тоже дошел или нет, не знаю. А Ово нам ближе, поэтому мы Ово поклоняемся. А мы с тобой сидим у такой же обыкновенной Ово, это местности. Уруй Айхал Месил, да здравствует Тенгри, народ Саха и монголов. Да, Махтал.